Ну что, друзья, всем привет! Сегодня такой у меня интересный выход, ребята. Еду на проверку жерлиц. Жерлицы простояли ровно сутки без проверки, без ведома вообще. Высоко-высоко в тайге. Так как была там рыбалка у меня ночная, и я решил оставить жерлицы. Так как живец оставался, жалко мне было, ребят, проделанную работу. Лед метровый, все это пробурено, и просто смотаться и уехать. Решил я, ребят, оставить. Думаю, ладно, потрачу немного бензина, но зато, может, какую-то рыбку добудем. И сегодня, ребята, еще хочу топтануть дорогу. Обычно этот маршрут я езжу по дороге, по селу. Там, конечно, едешь спокойно по дороге, но расход и бензин, и расстояние там больше. Нахожусь сейчас, ребят, на устье. Вот идет бураница, но рыбаки все заезжают на малую реку и едут на рыбалку. А меня ждет впереди длинная дистанция. Вот я свернул, ребята, и буду топтать колею. Колея будет топтана, потому что иду пустым, без волокуш. Думаю, заодно и топтану, ребята. Будет дорога на рыбалку. Если, конечно, не заметет ее, но в целом хочу попробовать весь маршрут пройти по реке. Посмотрим, как перекаты, в каком состоянии они и так далее. А так, в целом, ребят, погода шикарная. Утром было минус 22. Сейчас где-то в районе 15 градусов мороза. И такой ветерок. Ветерок такой кусается. Жерлицы я закопал, конечно, но не знаю, не должны же, наверное, промерзнуть сильно. Взял пешню, бензин, термос, заправился, ребят, и вот налегке сейчас топтану дорожку. А в предвкушении, ребят, рыбы, конечно, потому что 30 жерлиц, 2 комбайна стоит. Короче, есть на что посмотреть, так что я вам предлагаю, ребят, со мной прокатиться. Ну и кайфануть от природы, потому что сейчас пойдем по красивым еще местам, вот таким берегам. Очень красиво, ребята. Все, идем на подъем. Погнали. Поработать тебе надо сегодня. Стоят доночки, смотрю, местные уже тоже начинают потихоньку добывать налима. Свежие вот донки. Вот так вот стоят, тоже в шахматном порядочке расставлены. Вот, и вот на лыжах ходят. Здесь дорога недалеко. Заезжают, наверное, на автомобиле и уже останавливаются. Но мы дальше идем. Тем временем, ребят, я уже добрался до своей бураницы. Только я заходил в села, вот, а сейчас поднялся по реке. Вот бураница. По ней валяжа шла лиса хитрая. Вот, свежие следы. Ну, сейчас еще по бураночке топтанем маленько. Ну, ребята, я добрался. Здесь я оставлял 2 комбайна. Один вообще в дугу загнут.
Что-то там, наверное, хорошее попалось. Ну, мне так кажется. Но мы пока не будем смотреть комбайны. Прокатимся, посмотрим флотки. Есть вообще сработки, нет. Ладно. Я хожу, ребят, по реке и вижу, что ни одной сработки за сутки вообще ноль. Просто ноль. Жадные стоят, скучают. Хотя здесь, когда мы рыбачили, были сработки. Походу налим, ребят, капризничает. Погода меняется. Ладно, еду в Курью. Так, друзья, ну что, я на месте. Весь, наверное, снежный. Ну, пылил, топтал хорошенько. Значит, в Курье, ребят, стоит один флаг. И то самый-самый последний. Вот он виднеется. А так, я не упускаю того момента, ребят, что вот была пурга ночью. И под утро мороз дал. И, возможно, жалится замело. Соответственно, возможно, из-за этого флага мы и не наблюдаем. Но один флаг есть. Это уже, ребят, радует. Но хотелось бы, конечно, картину увидеть по-другому. Надежда была прям бешеная. Но вот как раз самое последнее, мы с нее и начнем сейчас нашу проверку. Такова, ребят, движуха. Налимка призничает, рановато еще. Поклевал он до морозов. Сейчас перестал. Сейчас, так, ладно, что? Сейчас посмотрим, промерзли, не промерзли вообще. Печню пока брать не буду. Но сумочку сейчас возьмем. Одну сумочку из-под жарлиц. Все, гоним. Да, друзья, смотрите, самое последнее, что ни на есть. Там мы еще разбуривали, но там уже трава и мель. А здесь, с отсюда я начал. И то, ребят, плохие новости. Вымотка неполная. Да, и луночки не замерзли, ребята. Ну как неполная, почти вся вымотана. Тут-то есть как будто мелкий. А нет, показалось, трава. В траву завел и выплюнул. В тот раз я тоже здесь с травой налима достал. Одна сработка, ребят, и та неэффективная. Блин. Ну вот, так бывает. Ладно, потихоньку смотрел погоду, ребята. Март месяц. Обещают аномально холодный. Короче, весна у нас не спешит приходить. Это, конечно, меняет планы по рыбалке. Ну, что сделать? В этом году такая зима и весна. Прям холоднющая. Боялся, что промерзнут. Ну, все четко. Ничего у нас не промерзло. Вот здесь очень мелко цепляется. Кто-то жевал, ребят, смотрите. Я и говорю, сейчас буду смотреть. Прям потому что, возможно, есть рыба, но флажки уже не сработаны. Ребят, у меня здесь, походу, рыба. Про что я и говорил. Флаг не сработанный, а рыба есть вроде. Да, рыба, ребят, есть. Вот он. Хе-хе-хе. Вот так бывает, братва. Опять же, эта бровочка не подвела. Вымотки нету. Нормальный налим. Килограмм. Про то я и говорю, родные, что погода была метельная. И все же взяли Никодима. Хе-хе. На жиличку-то, а? Так, ну тут все понятно. За такое время он
Просто переварил уже, блин. Вот. Бровочка это почему-то работает. И вот не могу, не знаю, понять. Перемещаются здесь рыбы хорошо, активно. И щука, и налим. Придется операцию делать, ребят. Так, ребят, глотают налимы. Жестко прям. Ну, взяли, что, килограммовик. Отлично. Хе-хе. Так я и сказал, то что будет, наверное, как-то так. Метель все-таки была. Просто взял как на донку. Даже не разматывал. Это я полотенышко брал новенькое. Алена Сергеевна, спасибо тебе. Вот твои полотенца куда летят. Иначе руки встанут колом. Отлично. Я уже доволен, что уже не пустой. Так. Ну вот еще, ребят, побитый весь живец. Опять же говорит, что ходил налим. Так, друзья, ну что, один комплектик я снял благополучно. Но ветерок, конечно, кусается. Вот опять смена погоды. И все, видно, опять рыба начинает опять капризничать. Весна, не весна. Надо водичка под лед. Чтобы водичка пошла, и тогда что-то будет. Вот, ребят, смотрите. Я летел на ходу. На ходу просто все от двигателя таяло, ну и сразу же замерзало. Ладно. Чайку попью и дальше пойду собираться. Опять перелом погоды. Вот еще одна, ребята, жеваная плотва. Хорошо жевана. Кстати, на глубине, на яме 4 метра. Он тоже, видать, не крупный налим ходил. А вот погулял. Живцов собирал старых. Помните, ребят, когда я с дочкой ночевал в палатке, показывал вам зверька. Вот она здесь и живет. Он приходила в гости побураниться, походила, покушала. Отлично. Нормально. Ну, покормили хоть ионную семью. Тоже, я считаю, плюс. Плотва уже не живая. Как раз и сегодня ей что есть покушать. Ну вот, друзья, последняя жерлица на пляжу. Пляж вообще промолчал. 20 жерлиц. Новые, которые я покупал. Дядь Чукарь. Промолчали, ребята. В заводе еще что-то. Какие-то покусы были. Здесь вообще ноль. Ну, значит так. А хотя до этого здесь мы когда ездили, были сработки и налимы мы здесь доставали. Так, ну что, 2 комбайна, ребята, которые я оставлял. За ночь вот раз я поймал 2 подлещиков. Ну, ладошка, лаврушка. Но они были благополучно отпущены. Перед уездом я насадил больших шматков, таких червей. И вот этот, ребята, просто загнут страшное дело. Прям рыба 100%. Или есть, или сошла, но рыба была. В любом случае. Тут лунка сотка, ребята, конечно. Не знаю, достану, не достану. Но не должно промерзнуть. Так как засыпал хорошо. На леске был лед. Значит, явно рыба клювала. И леска замерзала. Так, ну что, ребят, давай попробуем. Может, грязь. Грязи, смотрите, сколько. Ё-моё. Жесть. Да, здесь и жерлицы, кстати, вот такие же были грязные. Сюда ниже, значит, нечего идти. Так, сейчас хотя бы более-менее почистим.
Ну что-то ничего не тянет, не дергает. Прям никого. Первый поводочек. Он полностью обглоден. И вот тут за лед цепляется. Тут раз так же. Надо что-то делать с поводками или укорачивать. Или, не знаю, или подыскосок лунку бурить. Ну, потому что тут это не дело. Вот я просто не могу сейчас достать второй поводок. Вот достал его. И первый. Ну все обглодено, ребят, смотрите. Рыба была, это явно так загнут. За такое время просто ушла. Он вообще все объела. Ну ладно, что, снасть новая. Для меня интересно. Работает. Будем рыбачить. Косу я сматываю, вот мотовилка, ребята, сделал. Чтоб ничего не путалось. Короче, тема интересная, ребята. Ну что, будем, ребята, пробовать рыбачить. Как-то так. Столько ждались, конечно, и всего лишь один налим. Ну, я нисколько не горюю. Надежда была. И то хоть не пустой. Комбайны работают. Ну, по налиму пока рановато. Сейчас такое непонятное время. То бишь еще и не зима, и не весна. Такой непонятный период. Рыбалки сейчас особо не найдешь какой-то интересный. Ну, вот такие проверки очень интересные. Будем искать другие плесы. Поездим. Давайте, ребят, за рыбалку. Все отлично. Ну, братцы, все, на хода до дома. Какая-то буря намечается, походу. Не знаю, вон. Тучи такие идут. Сейчас, походу, накроют. Ну что, дорожку заодно топтанул. Сейчас уже можно двигаться по реке. Сейчас застынет бураница, если не переметет ее, конечно. А так, в целом, все отлично. На жареху поймали, и то как бы не пустой. И то хорошо. Так что все, ребят, пчу до дома, наверное. Уже никуда не буду заезжать. Хотелось мне там еще одно место проведывать. В следующий раз как-нибудь. Все, ребят, всем хороших уловов. Пусть вам повезет больше, чем мне. Ну и на связи, наверное. Все, ребят, берегите себя. Пока. Ладно, ехаем. Спасибо, река, и на этом. По весне оторвемся по налиму. Пока рановато. Все, помчали.